Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Чтобы рассказать миру об Абсны, книга «Серия размышлений об Абхазии 92-2022», издана в Англии. Показания свидетелей расходятся с версией гособвинения. Продолжаются слушания по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров. Игра смыслов и образов. В Абхазском театре состоялся пресс-показ премьерного спектакля «Ловелас». Абхазия выделит пострадавшим районам Турции и Сирии $300 тысяч. 15 февраля продолжилось заседание Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Заседание посвящалось вопросам оказания гуманитарной помощи пострадавшим во время землетрясений в Турции и Сирии. Полномочный представитель президента в парламенте Андрей Барциц на комитетском заседании заявил, что по поручению президента правительством принято решение о выделении финансовой помощи из бюджета Республики Абхазия. $100 тысяч планируется направить Турции, а $200 тысяч – Сирии. Собравшиеся отметили, что в ближайшие дни будет решен вопрос поставки гуманитарного груза и денежной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. Кандидатура депутатов парламента Алхаса Хакба и Алмаса Акаба рекомендуется для утверждения на заседании сессии Народного собрания парламента представителями от законодательной ветви власти в квалификационную коллегию судей. В парламенте состоялось заседание Комитета по государственно-правовой политике. В повестке дня заседания было обсуждение проекта постановления об избрании представителей от Народного собрания парламента в квалификационную коллегию судей Республики Абхазия. Два свидетеля защиты дали свои показания в суде по делу о тройном убийстве на набережной. Друзья Жанны Шинкау, Николай Алхазов и Аида Милитян подтвердили версию о том, что 19 ноября 2019 года по просьбе подсудимого Блабба на тонировку возили Audi A4, а не Toyota Mark II, на которой впоследствии было совершено преступление. Показания свидетелей расходятся с версией гособвинения и показаниями свидетеля Чулари. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной прошло в отсутствие подсудимого Беслана Бганба. В ходе предыдущего заседания он был удален за нарушение регламента до прений сторон. Не смогли присутствовать также адвокаты подсудимых Сергей Чакрян и Тимур Тапагуа и защитник Эдуард Шинкау. Сторона защиты продолжает представление доказательств. В качестве свидетеля в суд был приглашен Николай Алхазов. Его жена крестила дочку подсудимого Эрика Чкадуа и свидетеля Шинкау. Он рассказал, что 19 ноября 2019 года отвозил Жанну Шинкау по просьбе Эрика Чкадуа в автосервис, чтобы затонировать Audi A4. С Эриком мы встречались по его просьбе, он звонил мне. Это было где-то до обеда, так как я развез детей по школам. Он набрал мне, попросил заехать к Жанне Шинкау. Я приехал, мы посидели, я думаю, недолго попили кофе. Он попросил меня поехать вместе с Жанной, отвезти машину, вот эту Ауди на тонировку, тонировщику авто. Автомашина была Audi A4 серебристого цвета, Анаиды Милитян, нашей подруги. Подробности в специальном репортаже Надежды Боровиковой после выпуска новостей. В Общественной палате наградили граждан, которые не остаются в стороне, когда другим людям нужна помощь и поддержка. Секретарь Общественной палаты Гули Кичба вручила благодарность Единому штабу помощи Донбассу в лице члена Общественной палаты Вадима Мироненко за высокую гражданскую позицию, содействие в решении гуманитарных вопросов и активное участие в благотворительных акциях по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса. Также благодарность от Общественной палаты вручена волонтеру, руководителю сообщества водителей трансфера Абхазии Михаилу Хашба за неоднократно оказываемую поддержку ветеранам и инвалидам Отечественной войны народа Абхазии, активную гражданскую позицию. По решению наградной комиссии Единого штаба помощи Донбассу была вручена награда «Золотая звезда Героя волонтерского и общественного труда» заместителю секретаря Общественной палаты Низаму Хапат. Об этом сообщает пресс-служба Единого штаба помощи Донбассу.
Чтобы рассказать миру об Апсны, книга «Серия размышлений об Абхазии 1992-2022» издана в Англии благодаря основателю сайта Abkhaz World Митину Санмес. Какие статьи вошли в сборник, какую роль издание играет на международной арене, в репортаже наших корреспондентов. 39 статей известных политологов, журналистов, историков, абхазских и зарубежных экспертов вошли в сборник размышлений об Абхазии. Своей задачей издатель Митин Санмес ставил собрать разные экспертные точки зрения на Абхазию и грузино-абхазскую войну. По словам директора Центра стратегических исследований при президенте Вячеслава Чирикба, Митин – представитель диаспоры, адык, который давно переехал из Турции в Англию, Лондон. Очень давно уже ведет на свои средства сам, самостоятельно, исходя из собственного понимания нужд Абхазии, ведет огромный практически портал «Абхазский мир», «Abkhazian World», «Abkhaz World», который, я думаю, что многие народы могут позавидовать в нашем состоянии находящиеся, подавить такому прекрасному англоязычному сайту, в котором представлены практически все аспекты Абхазии, ее политические аспекты, экономические, культурные и всякие другие. И поэтому думаю, что очень важно поддержать этого человека, потому что лучшие источники информации об Абхазии в мире нет, чем этот портал Abkhaz World, с кем мы сотрудничаем, я тоже сотрудничаю. И Джордж Хьюитт очень большую роль играет в этом, потому что он переводит многие статьи. Я, когда работал в МИДе, учитывая заслуги этого Митина Санмеза, я предложил, и нашло одобрение, мы ему дали медаль МИДа Абхазии, Республики Абхазия за укрепление позиции Республики Абхазия в международной арене. Как говорится в описании книги на Амазоне, авторам была предоставлена полная свобода в своих текстах, и не всегда изложенные в статье соответствуют позиции Abkhaz World. Вячеслав Чирикба рассказывает, что 10 лет назад уже было подобное издание, правда, в онлайн-формате. Тогда охватывались 20 лет с 1992 по 2012. Теперь же книга печатная и повествует о 3 десятилетиях из жизни нашей страны. Здесь представлены очень широкий спектр авторов. Это и абхазские авторы, политики, журналисты, политологи. Это и армянские авторы, турецкие, английские, американские, грузинские даже. То есть здесь очень широкий спектр идей, которые, и все они посвящены одной теме. Абхазия, 1992-2022 год. То есть время существования независимой республики Абхазия. Их мысли, их представления о том, что такое Абхазия, и о том, куда мы идем и так далее, какие анализ политологические различных аспектов жизни Абхазии, политической, внешнеполитической, внутриполитической и так далее. Конечно, он имеет больше внешнеполитический аспект, поскольку это международные юристы, международные обозреватели, аналитики. В основном это имеет, конечно, такой внешнеполитический аспект. Серия размышлений об Абхазии сегодня уже есть в библиотеках американских вузов, Высшей школы экономики в Лондоне, Университете Святого Эндрю в Шотландии, Ирландии и ряде других стран. Как отмечает наш собеседник, книга должна вызвать большой интерес со стороны мирового аналитического и политологического сообществ в качестве свежего современного взгляда на Абхазию. Элеонора Гилаян, Сесрыку Агуха, Абаза ТВ. Основатель сайта Abkhaz World Митин Санмес в режиме онлайн ответил на вопросы нашей редакции. Подробности в ближайшем выпуске новостей на Абаза ТВ. Госкомспорт и Всеобщая спортивная федерация Сирии подпишут меморандум о взаимопонимании. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараса Хагба с чрезвычайным и полномочным послом Абхазии в Сирийской Арабской Республике Багратом Хутаба. На встрече Тарас Хагба выразил искреннее соболезнование в связи с последствиями землетрясения в Сирии, унесшего многочисленные жизни. Баграт Хутаба отметил, что необходимые вопросы по меморандуму находятся на стадии согласования сирийской стороной. Также обсуждается вопрос проведения товарищеских встреч, матчей и учебно-тренировочных сборов по различным видам спорта. Стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества в области физической культуры и спорта. Донской государственный технический университет проводит олимпиаду для абитуриентов магистратуры из числа иностранных граждан, сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Победа в Олимпиаде дает возможность абитуриентам, гражданам иностранных государств поступить в ДГТУ в пределах квоты правительства Российской Федерации. Участие в Олимпиаде бесплатное. Регистрация открыта с 16 января по 26 февраля на сайте ДГТУ. Квалификационный этап тестирование проводится онлайн на сайте с 17 февраля по 9 марта. Заключительный этап проводится онлайн на сайте вуза с 13 по 30 марта. Участники Олимпиады должны будут решать практикоориентированные задачи. Результаты будут опубликованы на сайте Олимпиады 31 марта. Пресс-показ премьерного спектакля «Ловелас» состоялся во вторник в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. Интеллектуальный, гротескный, невероятно эмоциональный спектакль в одном действии. Головокружительный коллаж из произведений Достоевского, Гоголя, Пушкина. Игра смыслов и образов, рожденная на стыке ассоциаций, в которую вовлечен каждый зритель. Мировоззренческие размышления, приправленные тонкой иронией, связь времен – все вместе – это сентиментальная комедия «Ловелас». Режиссер-постановщик, заслуженный артист России, заслуженный деятель культуры Абхазии от Гурковы. Репортаж с пресс-показа премьерного спектакля «Ловелас» смотрите в нашем эфире. Новости АГУ. В Абхазском государственном университете состоялась встреча ректора АГУ академика Олега Угварами с торговым представителем Российской Федерации в Республике Абхазия Залиной Кабесовой. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества торгового представительства с университетом, использование научного и интеллектуального потенциала вуза в решении торгово-экономических задач, в частности, экспертно-аналитических оценок и заключений. Во встрече также приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и члены ректората вуза, сообщает руководитель отдела информации и медиакоммуникации АГУ Алхаз Чхамалия. Спорт. Альберт Киракосян стал бронзовым призером открытого Кубка Сибири по косике карате в Барнауле. В турнире приняли участие 400 спортсменов из 19 регионов России, стран ближнего зарубежья и Республики Абхазия. Абхазию представляли два спортсмена – Сандро Киут и Альберт Киракосян. По итогам турнира бронзовым призером стал Альберт Киракосян. Тренирует спортсменов президент Федерации косики карате Сиринзирю, заслуженный тренер Абхазии Демис Адлиба. С 15 по 18 февраля МЧС Республики Абхазия проводит комплексные командно-штабные учения по теме «Отработка действий по ликвидации последствий схода лавины и проведение поисково-спасательных работ в горной местности на территории Рицинского реликтового национального парка». В учениях будет задействован личный состав министерства в количестве до 50 человек, а также 15 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба МЧС. Осторожно на дорогах. С раннего утра среды в республике идет снег. Всю ночь дорожные службы совместно с сотрудниками ГАИ несли дежурство, расчищая особо загруженные участки, сообщает телеграм-канал управления ГАИ МВД Абхазии. При движении следите за скоростным режимом, соблюдайте дистанцию, контролируйте исправность дворников, не выезжайте на лысой либо летней резине. Обращается руководство УГАИ к гражданам. В связи со сложными метеорологическими условиями УГАИ МВД Республики Абхазия рекомендует всем водителям быть крайне внимательными на дороге, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 16 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода. Временами снег разной интенсивности с налипанием на проводах, на дорогах гололедица. Атмосферное давление высокое, температура воздуха ночью -3, +1. Днем 0 +5, температура морской воды +9. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.